нас сегодня интересный гость, Рамиль Тухватуллин. Человек интересен тем, что он не просто человек творческий, культурный, но он еще и работал во власти, потом один из первых татарских режиссеров, снявший один из прекраснейших фильмы, такие как «Зулейха», «Дилемма», в общем-то. Я помню эти фильмы в 90-х, мы их смотрели, потому что это было культурное явление в жизни татарского мира. Потом какое-то время он занимался своими проектами, сейчас является депутатом и Государственного совета, и, в общем-то, что называется, мы имеем возможность вновь вас видеть, расспросить, поговорить о разных темах, если вы позволите. Но, конечно, основное будет концентрироваться вокруг жизни татарского мира, культурное пространство, ваши оценки как инсайда, как человек, который был внутри, который снаружи этим занимался. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние сегодняшней татарской культуры? Оно на переломе, на разломе, на подъеме или наоборот куда-то, так сказать, устремляется вниз? Я человек из среды, как вы сказали. Достаточно долго работаю в театре, я проработал в Качалском театре, знаю их внутренний мир, да. Снимал кино. Соответственно, я всегда общался с людьми творческими, но и всегда приходилось, конечно же, иметь отношения с властью. Это было неизбежно, так как финансировано было именно непосредственно и от первого президента Тимира Шариповича, и от Рустама Нургалиевича. Проекты были, скажем, направлены на развитие кинематографии. Поэтому, когда шел процесс, параллельно у меня еще работали аниматоры, они создавали мультфильмы. Программа «Майя» была освоена даже, еще это новое только вышло, это ребята обучались в Германии. Сейчас как это все приостановилось, они разбежались по миру, один в Швейцарии, другой, в Америке. Поэтому хочу сказать, что мы хорошо шли. Но так как финансирование было очень хаотичное, такое, скажем, локальное, и не могли мы это сделать структурированно, что это базы не было и так далее. Но я, наблюдая за процессом, я могу сейчас сказать, да, ребята работают, создаются, выпускаются фильмы, но, как вы сказали, такого событийного ряда нет уже. Выпускается где-то что-то, может быть, где-то примитивнее стало, не событийно стало. Да. Соответственно, я в этом направлении хочу сказать, что стагнация 100%. Потому что я не вижу работ такого, скажем, большого художественного такого. То есть нарративного кино нет, да? Нет. Но это мое мнение, конечно. Да. Каждый творческий человек имеет право, это все-таки субъективно, поэтому это мое мнение. Я не хочу себя превозносить или кого-то отпускать, но факт остается фактом. Поэтому в этом отношении эта тема с бородой у нас в кинематографии, поэтому никак мы не можем решить создать именно полноценную базу с законченным циклом. Мы на этом фоне потеряли студию «Кинохроники». Понимаете, где было полный цикл работы, от съемок, от креатива до съемок, до выпуска фильма. То есть он сгорел, потом его передали, в итоге и оборудование, и много материала сгорело. Извините, сгорел, вы имеете в виду, физически сгорел? Физически сгорел. Там был пожар, но я так понимаю, что это, рукотворная вещь. Да, неспроста. Да, соответственно, конечно же, это была огромная потеря, просто считаю, потому что это было огромное количество лет работали, создавая документальные фильмы, наши знаменитые, режиссеры. И было очень обидно, до слез было обидно, что мы не смогли сохранить это. Что касается общей культуры, она как раз состоит из таких пазлов. Если говорить о театре, то есть я в театре уж вообще, как сказать, непосредственно работаю в театре. Театр, он всегда на перепутье, но это не музей, соответственно, он всегда должен развитие выйти. Если он будет только заниматься сохранением, это уж понятно, что все это стагнация, и развития не будет, и, соответственно, театр он превратится просто в музей. Должны быть эксперименты, но, опять-таки, я говорю, я не приветствую нигилизм, то есть то, что отвергает все старое, скажем, как Кадим здесь Кадим, я не отвергаю, то есть резких движений не должно там быть, в любом случае. Это синтез обязательно, синтез должен быть, и самое главное, основу не терять свою. Национальная основа — это все, это наша жизнь, мы тема интересны всему миру, поэтому я считаю, что
Я не могу сказать или хорошо, или плохо, неопределенно. Да. Вот такое. А вот интересно ваше мнение относительно театра татарского национального. Вот у нас проходят фестивали среди тюркских стран. И многие эксперты отмечают, что татары действительно в какое-то время держали лидерство в этом направлении. Но сейчас есть и наши конкуренты уже приближаются, дышат в спину, там, якуты, например, со своим фильмом или со своим театром. У них есть своя особенность национальная. То есть, правда ли, что мы Сдаем позиции? сдаем позиции? Или это как бы вот тоже субъективно? Это субъективно, я считаю. Ну, это на Русь, мы о народе говорим, Да, правильно да, ведь? да. Но я могу сказать, что на самом деле в тех, скажем, бывших странах Советского Союза, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, я бы не сказал, что там дела идут очень хорошо. Недавно была научная как раз конференция о тюркоязычных театрах, и они очень жаловались, что элементарно режиссеров не хватает. Даже в Турции. Даже в Турции? Даже в Турции не выпускает курса режиссеров и вынуждены журналисты ставить спектакли. Они меня пригласили, поставьте, пожалуйста, что-нибудь. Ну, то есть я хочу сказать, что настолько вы меня дефицит. поразили этим Да. фактом. В Азербайджане очень проблематично. Вот я общаюсь там с одним профессором. То есть на фоне всего того, что происходит там, у нас татарский театр именно. Я считаю, что вообще на переднем плане, скажем, он такой консолидирующий даже факт, сказал, тюркоязычных театров. Поэтому мы просто мало информированы. Вот этот диалог культуры, это неспроста взят слоган, да? Да, да. Вот диалог культуры, вот когда мы приехали вот нынче на фестиваль Федерации называется, который в Грозном играли, вот за сколько времени, да, национальные театры не общались друг с другом. Это же очень плохо. То есть страна не знает друг друга. А это же культура, вот посредством культуры ты можешь узнать его и нравственные ориентиры, и душу народа, но только через культуру можно узнать. Поэтому вообще вот то, что придумано было, вот год театра, приуроченный к году театра, огромная география использовалась для показа, там около 3000 мероприятий только, значит, привязано к театру было. Соответственно, культура, она как бы флагман, она ведущую роль играет. Вот я некоторое время жил в Москве, там огромное количество театров. в Москве, Порядка 600, да, наверное, да, говорили. Огромное количество, экспериментальные и так далее. Я поражался, вроде Казань, мы позиционируем себя третьей столицей, а количество театров-то у нас мало. Там известные татарские театры, вот там театр на Булаке есть, угол. 18, по-моему, Да, да. Государственный, частный. И когда мы ходили в театры там с семьей, всегда сталкивались с тем, что нехватка билетов. То есть люди-то ходят, на самом деле, есть потребность у людей. Потребность есть. Да. И когда я интересовался тоже у специалистов, в чем проблема? Говорят о том, что действительно без поддержки государства очень тяжело. Есть частные инициативы. Но частная инициатива просто не позволяет развивать окончательно. Или гранты нужны. То есть если опыты государственно-частного партнерства, когда и частный инвестор, например, инвестирует в проект, и государство поддерживает. Как вы считаете? Говоря о театрах, в общем, у нас Казань, в общем-то, считается, да, то есть где, насыщенно, да, то в каждом в Челнах Мензелинский театр, Нижнекамский театр, и так по географии можно пройтись, да, Буинский театр, Атнинский театр, государственный театр, большинство. Конечно же, когда появляются новые театры, они с новыми идеями, с новыми форматами, конечно же, это новая среда культурная, это больше возможностей. Я не знаю, конечно, насколько много таких людей, которые хотели бы инициировать создание нового театра. То, что люди пожелали, и они, в общем-то, они открыли свои театры, они участвуют. Есть молодежные театры. Молодежные, да, у нас еще кукольные есть. Да. Много есть театров. Я поэтому хочу сказать, что, наверное, здесь препонов нет. Кто захочет, тот сделает. Тут в хорошем смысле быть одержимым нужно, наверное. Да. На душу населения, скажем так, опять-таки, может, формулировка не совсем корректная. Но у нас сколько? По Татарстану 4 миллиона. Сколько у нас проживает? 3 800. Порядка 4 миллионов. Порядка 4. Может, это маловато, конечно. Но в Москве, я считаю, что перенасыщенно. Но, действительно, если потребность есть, нужно открывать. Театр же, он же, в общем-то, есть одно но. Мы, к сожалению, видим тенденции, именно, Москва всегда, в общем, была таким,
скажем, показателем высокой культуры. То есть, когда мы видим спектакли, которые там, скажем, извините за выражение, с голой задницы бегают. Непотребные, да, по сцене. Но здесь уж, конечно, лучше таких театров было поменьше. Ну, в этом и особенность национальных театров. Они держат определенную моральную рамку, нравственную, конечно. Да. И в этом смысле, если мы возьмем историю, когда театры открылись там, в 2005 году, если я не ошибаюсь, Нур-театр, да? Да. То есть со стороны консерваторов ведь сыпались такие стрелы критики, что будете гореть в аду. Хотя первые, кто ставил те же театры, это были ученики. Шакирды, медресе и так далее. Это очень, на самом деле, важный симбиоз, который сложился у татар между реформаторами и консерваторами. Поэтому вот я недавно был в Кыргызстане, в Бишкеке, ко мне подходили люди и говорили, что вот благодаря вашим татарским интеллектуалам, джадидчилерге, как у нас говорят, джадидистам, мы смогли поднять уровень нашей культуры, мы смогли подготовить свою интеллектуальную элиту. Но можно, конечно, жить вот этим, вот, как мы считаем, большим достоянием, но с другой стороны, нет ли у вас ощущения, что в интеллектуальном плане мы сейчас немножко зависли где-то? Вот у нас нету каких-то обсуждений важных вещей, абсолютно фундаментальных, площадок нету. Вот вы говорили сейчас, вот я так понимаю, приближаемся к слову «совет». Но у татар есть прекрасное такое выражение «кингашле юрт торкалмас», да. Где, в доме, где советуются, всегда будет благополучие, да, и как бы стабильно. Поэтому вы правы. При всем при том, что мы не любим слово «цензура», но у нас исчезли худсоветы. У нас нет обсуждений, все работают очень так автономно, локально и достаточно даже иногда не смотрят, не знают о друг друге, там, какие спектакли, в общем, так поверхностно знают, да, то есть, с одной стороны, мы как бы все, да, индивидуалисты, да, но с другой стороны, у нас общее такое культурное пространство, где мы должны общаться, обсуждать и, наверное, где-то поднимать серьезные вопросы. Вот какая площадка, я вот как раз, наверное, мы придем к этому, чтобы она создалась, да, на уровне там первого человека. Ну вот как раз, да, президент сказал о создании совета, да, по культуре, да. И действительно давно наболевшая, давно назревшая тема. Но я вот предложил перейти вот к следующему. Вот если так философски порассуждать, что вот не хватает татарам сегодня? Вот многие говорят там, значит, нужно возродить традиции, или нужно, значит, чтобы татары знали свой язык, да? Ну, все это вот в частности. А вот в общем, вот что вы считаете, что нам нужно, чтобы, сказать, вновь обрести величие, наверное, будет неправильно? Почему нет? Да. Почему нет? Величие – это, наверное, понятие такое внутреннее, нравственная категория, поэтому… Но все беды ведь от незнания идут. Все начинается со школы, с садика, с семьи. Когда мы видим тенденцию, когда просто такие, я бы сказал, нападки на национальное образование, национальное преподавание национальных языков, конечно же, мы как результат видим то, что люди даже не знают свою историю, не преподают ее, не знают свою литературу. Но если ты не знаешь свою историю, свою литературу, как ты можешь гордиться своим народом? Настолько все взаимосвязано. Поэтому это, как сказать, это аксиома такая, что нельзя. Без знаний сила, мы можем все что угодно приводить, но у нас в Татарстане, да если уж к истории, конечно же, если глубоко уйти уж в этот 27-й год прошлого века, когда мы потеряли свою графику, араби, и вместе с этим огромный пласт культуры своей, книги, и до сих пор у нас не хватает специалистов, да, чтобы перевести огромное количество непереведенных. Я вот разговаривал с специалистами по джадидизму, они говорят, вот всего изучено, то есть это не переведено, это просто как бы вот открыто, 10%. Ну, видите, то есть 90% они просто пылятся, лежат, и действительно огромный пласт. К сожалению, если мы сейчас потеряем даже вот этих людей, интеллектуалов, ученых, специалистов, которые этим занимаются. Все зиждется на науке, А вот то, что вы сказали, это проблема, действительно, то, что национального образования сейчас нас лишают,
То есть люди, которые будут приходить в национальную культуру, в национальную науку. Так это с кадрами меньше, связано. меньше, Это же, да, конечно. Тем более, скажем, раз уж я говорю о театре, это же напрямую видно, вот сейчас, скажем, ну, деревня сама, она урбанизируется, все. Мы перестали быть аграрной страной, по сути своей. Соответственно, но кузница таланта всегда была деревня. Что поделать, так вот вышло. Но вот роза не растет на асфальте, к сожалению, да. И вот мы теряем, я смотрю, вот приходят молодые люди, они очень плохо говорят на литературном татарском языке. На бытовом уровне тоже. У нас ведь тоже такая тенденция была, которая мне не нравится, по сути, что мы говорим городской татарский язык. Ну, не может он быть территориально как-то разделен, понимаете, городской язык, деревенский язык. Да, есть какие-то свои, видимо, там оттенки языка, но язык есть язык. Есть литературный, есть бытовой. Да, вы предлагаете литературный и бытовой. И бытовой, я тоже согласен, да. Я тоже с этим согласен. А то начинается, если он плохо говорит на татарском, это городской язык. То есть, если сленг больше использует. Я с вами абсолютно согласен. Сам я тоже вот родился в Ульяновске, вырос в Казани, и мне многие говорят, ну вот есть акцент. Там, да? Странно, вот, когда говорят, есть акцент, потому что, например, где-то Мишарин, Нижегородский цокают, там, астраханские, по определенному сибирские татары свистят. Это не акцент, это территориальная просто компоновка. Это полифония нашего народа. Да, полифония народа, и в этом, кстати говоря, его богатство и многообразие. Конечно. Вот в конце года этого, в сентябре-октябре, у нас ожидается крупное мероприятие, крупная кампания, всероссийская перепись населения. И вот как бы вы оценили, какие проблемы у нас есть вот в этом направлении? Да, очень важное мероприятие, очень важная кампания назвать, я не знаю, но событие огромнейшее, потому что все-таки в 10 лет... Раз 10 лет, да. И, соответственно, у нас есть плачевный опыт потери численности нашего татарского народа в 2010 году. Соответственно, в общем-то, выводы надо делать из этого. К сожалению, этот процесс, он политизируется, вот, к сожалению, вот оттенок такой уже не совсем, скажем, приятно пахнущий, да? И очень жаль, что внутри России происходят какие-то, скажем, явления, которые, в общем-то, не должны быть. Мы, во-первых, скажем, ну, здесь нужно откровенно говорить, где локально живут татары, там это и происходит, по большому счету. Если мы, это Волжско-Уральский, скажем, регион, то есть это Башкортостан, в первую очередь, где большое количество наших живут соплеменников, татар. Именно там происходят невероятные вещи, когда татар записывали башкирами, то есть это уже потери численности, это порядка там 150-200 тысяч человек. Идут совершенно непонятные демагогические какие-то разговоры о том, что, ну, то есть, конечно, веками ассимилировались народы, люди, и, соответственно, уже акцент делается на то, что это уже не этнос, а, то есть, это как бы является, живя на территории, скажем, Башкортостана, они являются носителями диалекта, то есть они уже потеряют свою самоидентичность. Ну, то есть это огромный, и это же и в других, скажем, там, скажем, регионах, Астрахань, возьмем, значит, сибирских татар, вот эти три, как бы, таких отрицательных кейса, где надо абсолютно больше работать, больше общаться, именно посредством мероприятий, культурных мероприятий. Ну, конечно, общение, социологи, политологи, эксперты. Но, к сожалению, вот то, что мы на сегодняшний день в республике не имеем такого института общественного, это как раз нет площадки, где мы можем собирать интеллектуалов. И правильно, я тоже с вами согласен, что они должны быть и независимы, то есть, чтобы они не были привязаны к идеологии там, или государственному, к чиновничьему аппарату. То есть, полет мысли должен быть. Полет мысли, да, это вот хорошее определение. Я с вами абсолютно согласен, потому что есть опыт, например, ну, еврейского народа, да, у них были вот и каины, то есть институт мудрецов. У нас, в принципе, тоже был дореволюционный вот, мутавалия, так называемый попечительский совет, да, при мечетях, это вот старейшины, которые решали. Ну, как раз Махалля да, все делал. Да, и делал такую правильную политику. И мы не устаем повторять, что до революции татарская культура не получала ни копейки от государства, ни мечети, ни театры, ни газеты. Хотя налоги платила также. Налоги платила, все естественно.
А интеллектуалов содержали, меценаты татарских, Тукай и так далее. Это же все было непросто, но... Для себя я разделил, извините, я для себя разделил. То есть мы говорим же, это наши байлар говорит, это Да, белые, да. обеленные, скажем, я не знаю, как называть. Но сейчас я разделяю слово богатый и денежный. Для меня категория богатый перешла в категорию нравственную. То есть ты богат душой, богат внутренним миром своим, ментальностью своей, отношением к своему народу, вот это богатый. А денежный это денежный. То есть это есть у нас очень много. Да, и, людей. кстати говоря, бай это же и бей. И бей, человек, да, это статус. аристократ. Конечно, статус, да, конечно, аристократ. конечно. А аристократ духа это человек, который не только в кармане носит деньги, Конечно. это именно человек Все-таки высокой благородной. мы вот немножко отошли, да, вот потеряли свою, значит, арабскую графику. Вместе с тем, конечно же, вот у нас и мышление потерялось философское, потому что все-таки мы были привязаны в первую очередь, ну как и русский народ, по большому счету, к своей религии, к исламу. Поэтому это огромная, наверное, потеря была для самосознания татарского народа. Причем ведь за короткое время получается, что потенциал настолько большой, что за короткое время, например, от 1905 года, первой русской революции, так называемой, Да. до 17, то есть это был вот Щащага Тушера называется, Да. период цветения, ну за 12 лет. Буквально татары просто расцвели и Тукай, и все остальное. Ну, Это говорит о том, что вот потенция, вот даже в философской категории есть, да? Да. Или арабское слово есть «када». Вот именно потенция, она очень огромная у татар. И Ждет своего часа. ждет своего часа, да. И как раз и слово революция, оно же от французского револь, это возвращение. То Да. есть мы возвращаемся к истокам, Да, к изначальному, к знанию, к попытке вот действительно... Вот это ген государственности разнести. живой. В этом смысле важно, что вот и мысль не затухала, да, и чтобы вот культура сохранялась. И я с вами согласен, что государство должно поддерживать культуру, потому что когда многие либералы говорят, но они сами должны себя обеспечивать. Ну, это американский подход. Ну, да, американское общество, оно достаточно, там есть средний класс достаточно, да, высокоразвитый, богатый, в принципе. У нас же, как вы сказали, мы только перестали быть аграрной страной, только. У нас среднего класса вот буквально вот столько, прослойка небольшая. У нас французский, я думаю, что такой тип развития. Вот культуры. что-то такое, да, мне очень нравится французский опыт, французская позиция по этой теме. Французы, например, называют своих интеллектуалов прирожденные герцоги Франции. То есть вот интеллектуал... Титулирован. Да, это сразу титул прирожденный Да. герцог. То есть Да. вот его носят на руках, вот все там Сартр. Элита. Элита, да. У нас же вот, как любил смеяться, значит, Задорнов, у нас вшивый интеллектуал, там, или вшивый интеллигент, он говорит. Да. Вшивый интеллигент. Это Типаж такой создался. да, типаж, и вот эту вот позицию нужно менять. И Татарда ведь вот Зиялвар есть, да, то есть это тоже прослойка очень серьезная. Ну, штучный товар. Штучная, да, и они тоже требуют того, чтобы им помогали, потому что часто это люди действительно рассеянные, люди от науки, они немножко не от мира сего, где-то они вот в материальном смысле не встроенные. Ну да. Да, уже все стали богатыми. Это тоже этап должен был пройти. Буржуазия сформировалась. Вот сформировалась, да. Фундамент сильный, где-то что-то за бугром, можно сказать, да. То есть как бы люди спокойные стали. Не надо суетиться, все, надо заниматься идеологией, надо О душе можно о душе подумать. Мне кажется, вот это время настало. Вот есть ощущение. Это хорошо, да. Вот у меня просто внутреннее ощущение, что именно в этом потребность большая, чтобы появилась элита у нации татарской. Но у нас объединяющие, конечно, вот моменты нужны. Вот у нас есть уж у нас момент такого, правильно сказать, мы сразу окрыляемся, мы вперед в бой. Но если мы сидя в одной лодке, мы гребем иногда в разные стороны. Вот этот момент меня, конечно, угнетает. Где-то у татарина там 33 мнения. Какого-то мощного стержня, что ли, не хватает. Или не хватает ли нам где-то услышать друг друга, послушать. Вот, слишком много эмоций. Эмоций много, да. Но не связано ли, я просто об этом тоже очень много, об этом много рассуждал. И вот когда мы с вами тоже разговаривали, вот то, что у нас не хватает этнопсихологов, на самом деле это очень, да, это очень, я считаю, важное направление, Да. потому что действительно у нас интеллигенция в основном сельская, там очень люди, как у нас говорят, хисле, да, Да. эмоциональные, Взрывные. взрывные.
Те, кто в городе, немножко постепеннее. Здесь атмосфера другая и как бы взаимоотношения. При этом да, холодные немножко. Да. А там ведь Бармахалляйндал, одна семья фактически. Да. У нас в городе ты в подъезде не знаешь, кто живет. Вот, поэтому люди немножко холодные, степенные, где-то вот рациональные. Может, нам не хватает рационализма такого хорошего, такого, скажем, английского такого чопорного рационализма. В плане? Ну, вот, чтобы вот эти вот эмоции подавить. Чтобы себя подавить, мне кажется, это очень сложно. Это очень сложно, даже если будут действительно заниматься психологи этим. Очень сложно, вы же на генном уровне, по-моему, сидите. Потом мы же, вот как Лев Гумилев писал, действительно, вот тюрки вообще они умеют, как сказать, они гибкие, чего же говорить. Если рядом идет человек, который, значит, подхрамывает, тюрк обязательно будет подхрамывать вместе с ним, чтобы не отличаться от него. Отстроиться, да. Ну да, по сути своей, вот тут суть у нас такая. Но я говорю, я очень желание огромное, чтобы мы к своим истокам начали возвращаться, так как и год нынче объявлен годом народного творчества в Российской Федерации. Это объявлено президентом страны, поэтому я думаю, что вот очень такая возможность еще раз обратить к фольклору, то есть к нашему фундаменту, к нашим архивным материалам, которые лежат без дела, огромное количество музейных фондов, не переведенных. То есть нам нужно думать о национальных кадрах. А вот как-то вы поднимали очень хорошую тему относительно оцифровки. Да, очень важно. Творческого наследия татар, спектакли. Да. То есть вот в Камал есть хороший проект, Камал Мактабы, да, называется? Да. И как-то меня пригласили экспертом. Значит, мы смотрели известную постановку с вашим участием про Кекук, да? Про Тельцискуке, да. Ага. Значит, мы посмотрели это как фильм, Ну, да. вот потом обсудили, да. И очень важно, потому что мое поколение еще застало, да, эту постановку. А кто моложе меня уже, они не застали, да. Но фильм очень эмоциональный, очень сильный. И вот, может, действительно стоит уделить внимание тому, что вот это вот наследие нам оцифровать, потому что молодежь сидит в интернете сейчас. Вы знаете, звезды так сложились, я считаю, что прекрасно, что у нас очень важные события в 2020 году, как и в России, скажем, 75-летие Великой Победы. Да. Особенностью у нас. Это редко бывает, чтобы столетие. ТАССР образование, выборы президента Республики Татарстан и кампания, значит, переписи населения. Вот именно под эгидой столетия Республики Татарстан образования, а это же процесс был очень удивительно сложнейший процесс, но опять-таки знают только те люди, которые интересуются историей. Да. И огромный пласт нашего наследия, который хранится в архивах, к сожалению, с годами его и качество теряется, а иногда не просто исчезает все навсегда, безвозвратно. Конечно, тема цифровизации, тема сохранения нашего этого великолепного исторического наследия, где и фольклор, и музыкальный фольклор, и спектакли, и документальные фильмы, но мы обязаны оставить будущему поколению в целости и сохранности. Конечно, есть вопросы, даже, скажем, с планетарными ксероксами, такие очень серьезными, да, каждый раз, если ты оцифровываешь, он теряет там до 25 лет. Есть такая, на молекулярном уровне теряется качество сканирования, да, эти сканеры называются, планетарные сканеры. Конечно, но Республика Татарстан впереди планеты все по всем практически направлениям. Нет цифр. У нас есть Иннополис, у нас есть свои резиденты, IT-парки, у нас огромное количество. Но я вот знаю по информации, что архивы наши переводят цифру в Москве на студии имени Максима Горького. Вот, к сожалению, это место, где только централизовалась, да, эта работа, но республика должна этим заниматься, потому что это очень важно. И обязательно после оцифровки это должно быть в открытом доступе, потому что бюрократические вот эти препоны, пока человек доберется до материала, который ему нужен,
Это просто просто, я не знаю, там, кругов Ну, не, да, протянуто. ну не каждый пойдет в архив, это понятно, историки, Да. которые занимаются. Так это же как раз среда татарская. Вот мы говорим о национальной политике своей. Там же не обязательно все секретные документы или что-то понятное и специфические документы. Но материалы, которые касаются песенного искусства, да, которые у нас 1937 года хранятся, да и то раньше еще, даже с Первой мировой, там, даже 1812 года, говорят, даже есть эти материалы, а уж когда осирля, когда пленники, там, Второй мировой войны, там, в Германии записано было, они все есть, понимаете, не надо бояться, это же история, но зачем бояться своей истории? И это нужно обязательно в доступе, и книги, которые там, скажем, по истории, чем больше мы, ну, сейчас, я говорю, время IT, время интернета, поэтому мы должны плотно Тем более, работать. что, учитывая, что татары дисперсно расселенный народ, Да. лишь 25% татар в Татарстане, Да. остальные, естественно, могут По всему приобщиться миру. к культуре только через вот Ну, а как же? интернет, да. Потом очень важную вещь, я считаю, Руслан, то, что татары мира, ну так скажем, рассеянные, то есть живущие по всему миру, они же смотрят на Казань как на свою столицу. Да. Все внутренние, они ощущают, что это их родина. И, естественно, от нас всегда ждут каких-то активных действий и правильных действий. И, ну, что называется, рухландрук, Да. мы должны воодушевлять их. Воодушевлять тем, что здесь мы правильно, вектор отсюда должен правильно исходить. Если это национальное образование, то мы должны за него бороться. Извините, без борьбы не получается. Но что делать? Вот времена такие. Да, не надо, как говорится, переходить грани какие-то в рамках разумного все, но мы не должны сдавать свои позиции. Приходит время, когда уже дальше стена. Да. Позади Казань, что называется. Ну и Казани, но я вот всегда люблю эту как бы фразу Ницше, что если долго смотришь в бездну, то бездна тоже начинает смотреть Да. в тебя. Да, Поглотит тебя. Да, поглотить тебя. Поэтому это очень опасная тенденция, не как бы по наитию все, чтобы шло. Скажите, о чем вы вот мечтаете вот, глобально? Я не имею в виду в личном смысле. Я думаю, что в личном смысле вы состоялись и как человек, как личность, как культурная единица, да, может, это звучит грубовато. Ну вот глобально, вот, вы же говорите, что мы сейчас достигли татары такого уровня, когда можно подумать о душе. Я очень мечтаю, что у нас появится литература с планетарным мышлением. Да, это достойная мечта. Да, но для этого нужно опять много-много лет, чтобы создалась элита. И мы говорили сегодня о мадресе, которые выпускали шакирдов, которые, ну, знали по 3, по 4, до 5 языков знали, да. Я хочу, чтобы мы переформатировали и произошло, я не знаю, я не хочу сказать ревизия, но джедитизма. Все-таки куда завело нас это великолепное течение, где мы не смогли остановиться. Вот это течение, которое сначала нас вывело, скажем, в русский мир, европейский мир, западный мир, поглотило нас. Будто мы постучались в дверь и сказали: возьмите нас в плавильный котел. Вот это я хочу, чтобы мы остановились, это моя мечта. И чтобы каждый татарин гордился, что он татарин. Вот моя мечта такая. Спасибо.